Здравствуйте, интервью на БСТ, в студии Алия Тагирова. 2 декабря по всей стране отмечается «Щедрый вторник». В этот день НКО, благотворители, бизнес, фонды рассказывают о том, как они занимаются благотворительностью. И я представляю вам Айгуль Гарееву, президента благотворительного фонда «Мархамат». Айгуль Рашитовна, здравствуйте. Я не знаю, 2 декабря праздник для вас или какой-то просто особенный день? На самом деле очень много дней, да, когда мы что-то отмечаем, и 2 декабря тоже, да, «Щедрый вторник», как бы возможность еще раз сказать про то, что можно объединяться для того, чтобы делать добрые дела. Тем более в нашей такой российской действительности, когда наступает зима, уже есть ощущение, что вот-вот скоро Новый год, и хочется что-то делать хорошее. Действительно, это международная акция, которая в России уже проводится 10 лет, и мы, как фонд, ежегодно присоединяемся. В этом году у нас 7 участников. Я думаю, что мы сможем тоже немножко про это рассказать. Как принять участие в этой акции? Что нужно делать? На самом деле добрые дела можно делать каждый день, да, не смотря в календарь. Но сегодня есть прям карта, отдельно можно посмотреть в интернете, «Щедрый вторник» карта, и будет интерактивная карта, на которой все участники могут себя найти. Это, как вы сказали, и бизнес, и некоммерческие организации, просто инициативные люди. Кто-то кормит животных в своем дворе, кто-то помогает пожилым людям, да, живущих по соседству. А некоммерческие организации уже более профессионально, системно, точечно решают какие-то проблемы социально уязвимых групп. Ну, вы как лидеры, то есть на карте однозначно есть Мархамат, а вы коллаборируетесь с кофейнями, с торговым центром «Артерия». То есть как люди могут через них передать помощь вам? Ну, завтра очень легко, например, стать участником акции возле как раз кофейни Манки Гринд, пройдет возле... на улице Ленина. На улице Карла Маркса 41. На Карла Маркса. Да, пройдет благотворительный забег. То есть можно просто пробежать для того, чтобы присоединиться к этой акции. Очень просто. 3 декабря будет благотворительный забег. Но также, да, как вы сказали, в «Артерии» пройдут благотворительные мероприятия. Студия рисования «Зальцбург» нас в этом году поддержала. И сегодня они рисуют и помогают подопечным фонда «Мархамат». А на что пойдут средства? У нас 2 основных таких направления. Мы помогаем семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и помогаем семьям, где растут дети-сироты. То есть это замещающие семьи, приемные родители, бабушки, да, бывает, под опеку берут своих внуков. И наша задача поддержать как раз вот эти семьи. И, соответственно, сегодня все собранные средства, и на этой неделе, приуроченных к «Щедрому вторнику», пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Айгуль Рашитовна, человек, как только он понял, что он человек, началась вот эта тема благотворительности, что нужно помогать. Сегодня, в 2025 году, мы уже дошли до того, что помощь, она профессиональная. То есть нельзя просто детям дать денег, нельзя просто многодетной семье или нуждающейся семье дать одежду. Это может даже повредить. Как сегодня правильно оказывать помощь? На самом деле меняется ситуация в России. 15 лет фонду «Мархамат», и вот за этот период, который я как бы плотно наблюдаю над тем, как развивается благотворительность в целом в стране и в нашей республике, правда, фонды становятся более профессиональными, как это выражается, да? То есть мы не боремся с последствиями какой-то трудности, да? Сейчас уже не принято и не модно, про это очень много говорим, что нельзя приносить сладкие подарки, условно, в детские дома, да, это не помогает. И у ребенка 17 сладких подарков и ни одного близкого взрослого на праздник, да, намного важнее выстроить длительные отношения с ребенком, у которого нет рядом поддержки. И для этого нужны фонды. Почему? Потому что нужен психолог, который будет работать с ним целый год. Это не просто, это не видно, это просто, ну, по сути, зарплата человеку, который будет ребенка поддерживать, но это помощь, которая поможет прожить ребенку другую судьбу. Он вырастет другим человеком. Это не просто он что-то сладкое поел и забыл. Да? Это самое главное, что мы не должны выращивать такую потребительскую позицию, да, когда семья ничего не хочет менять, просто сидит и говорит «дай, дай, дай». И это, конечно, неправильно помогать такой ситуации. Правильно выйти в ресурс, да, то есть поддержать маму так, чтобы она захотела немножко выйти на работу, чтобы папа обязательно работал, если папа есть, да, чтобы дети чем-то занимались, увлекались, не просто закрыть такие базовые потребности, хотя это тоже необходимо. Вы благотворительный фонд. Кто ваши основные спонсоры? Вообще, как лучше работать? С крупными предприятиями или, как говорится, с миру по нитке? Каждый человек может, допустим, какую-то помощь организовать. Там очень часто же даже зарплаты подключают, там платежи. 100 рублей в один фонд, 100 рублей в другой. Как вы думаете, как правильнее всего?
Я думаю, что нужно искать направление себе по сердцу, кому хочется помогать, да, как я уже вначале сказала, что кто-то пожилым помогает, кто-то хочется как бы долг родителям отдать, не всегда бывает возможно это при жизни, кто-то хочет маленьким помогать. Если выбрать фонд, который разбирается в этой теме, которая вам интересна, то уже совместно с ними принять решение, как помочь. Можно быть волонтером. У нас есть прекрасный фонд «С любовью», который возглавляет Светлана Исхакова. У нее целый пул волонтеров, которые занимаются с ребятами репетиторством. То есть они помогают подтянуть математику, они помогают по-русскому сделать домашнее задание. Вроде бы не сложно, да, но это огромная помощь, потому что дети получают хорошие оценки, у них появляется мотивация, они уже по-другому себя ведут, чувствуют себя уверенней, и их ждет уже другая судьба. То есть тут нужно выбирать. Вот это я называю профессиональная помощь, когда специалисты точно знают, на что. Что не нужно ребенку из детского дома действительно дарить гаджеты, портфели, сладкие подарки, те же самые. А лучше вот взять с учебником, да, прийти к нему и позаниматься раз в неделю хотя бы. Это уже тоже помощь. На сегодняшний день, вот как обычный человек может поступить? У нас есть реестр в интернете фондов. Или как найти тех, вот, ну, я не знаю, перечень тех, вот, из кого можно будет выбрать? Ну, если говорить по Республике Башкортостан, у нас таких активных фондов, как бы они все на виду, да, например, наш фонд Мархамат, да, есть фонд «Потери нет», и Уфимский хоспис, который многие знают, да, люди могут легко найти сайт. Можно, у нас есть совет по благотворительности, да, то есть мы можем на сайте Министерства труда и социальной защиты посмотреть, с какими организациями сотрудничает некоммерческая организация. Или сами поискать, что я советую посмотреть, когда открываешь организацию, да, посмотреть, чем занимается, как часто выкладывают новости, да, есть ли отчеты у этой организации. Если организация прозрачная, ежегодно выкладывает подробный отчет, как привлекли средства, на что направили, то такой организации уже можно доверять, можно с ними связаться. Чаще всего есть форма обратной связи. У нас в том числе можно стать волонтером просто, да, прийти на мероприятие, помочь. Вот мы пойдем, будет ярмарка, да, можно просто прийти помочь. Вот смотрите, вот сейчас Новый год, и очень многие там, компания друзей, коллектив небольшой. Давайте сделаем доброе дело, вот завершая год, чтобы нам на следующий год тоже вот как бы, ну, с хорошим мы пошли. Что рекомендуете сделать вот таким компаниям? Наверняка ведь просто начинают там все в интернете забивать, там детский дом, там Чекмагуша, Чешмы, ну, то есть все что угодно. Как вот таким маленьким группам людей организоваться и сделать доброе дело? Ну, мы готовы принимать всех желающих, да, если наш фонд, например, не помогает этой организации, я могу подсказать, да, куда обратиться дальше. Я возглавляю экспертный совет по НКО при Госсобрании Курултая Республики Башкортостан. И, соответственно, в общем-то, все крупные организации, я знаю, у нас есть чат свой, да, некоммерческий. Если кто-то что-то подарил, там у кого-то остались стулья или столы, или мебель, памперсы, бывают, остаются, да, в больших количествах, то мы сразу в чатике пишем и готовы передавать их дальше. То есть вы можете обратиться ко мне, и я уже подскажу, куда идти дальше. Ну, фонд Мархамата и Гульгареева найти будет совсем несложно в любой социальной сети. Да, в сетях, и таким проводником вы можете выступить. Ну и давайте вот об итогах года для Мархамата, благотворительного фонда. Что самое значимое было лично для вас, для фонда, для команды? Год, как у всех, был непростой, да, довольно сложно сейчас некоммерческим организациям существовать, да, искать какие-то для себя источники, чтобы также поддерживать наших подопечных. Но он был довольно успешным. Мы много запустили новых проектов, мы писали гранты, очень много проиграли в этом году, но и выиграли тоже, да, и надеемся, что на следующий год еще будет более полезный. Вот буквально на прошлой неделе у нас прошло 2 большие страцессии, где мы обучали другие некоммерческие организации. То есть мало того, что мы помогаем людям конкретным, мы очень хотим, чтобы было много хороших, сильных некоммерческих организаций, которые могли бы точно по всей Башкирии помогать. Вот сейчас запустили обучение, оно будет идти полгода, и я считаю, что это такая большая победа для нас, потому что не просто, да, и самим выживать, если так можно выразиться, да, но и других поддерживать. Но у нас это получалось в 2025 году, я надеюсь, что 2026 будет тоже напряженный, но успешный. А я так понимаю, вы же вообще расширили горизонт. За пределы Башкортостана уже ваши специалисты тоже вышли. Да, мы сейчас последние 2 года работаем уже с 30 регионами России, работаем как ресурсный центр. Этот у нас такой проект совместно с фондом Владимира Потанина, когда мы помогаем другим НКО. Да? У нас есть много практик, которые мы распространяем. Все это бесплатно для некоммерческих организаций. Поэтому, если у вас есть вопросы по НКО, тоже готовы всех принимать. Пишите нам на почту, она на сайте у нас есть. Будем вам
объяснять, что у нас есть, чем можно воспользоваться. Ну и в завершении нашей беседы ваши пожелания. Все-таки щедрый вторник. Я думаю, что у вас, как у президента одного из крупнейших благотворительных фондов республики, есть свои особые слова и к попечителям, и к тем, кто, наверное, хотел бы им стать. Я всегда говорю про то, что помогать, желание помогать, оно как бы в генетическом коде каждого российского человека. Да? Мы все созданы для того, чтобы счастливее становимся, когда мы кому-то помогаем. Поэтому я предлагаю каждому просто оглянуться вокруг себя, кто есть рядом, да, может быть, соседи, может быть, члены семьи, которые нуждаются. Если каждый вокруг себя в своем маленьком круге или большом круге найдет кому помочь, то мы намного, конечно, станем счастливее, и нам это все вернется, я думаю. Спасибо вам за то, что вы делаете нас счастливее, даете такую возможность. Как говорится, указываете путь. Дорогие друзья, я напомню, что гостем программы «Интервью» была Айгуль Гореева, президент благотворительного фонда «Мархамат». Оставайтесь на БСТ.